Всем привет, дорогие друзья! Появилась важная информация для мигрантов. Если мои видео полезны для вас, обязательно ставьте лайк, так я буду знать, что не зря снимаю новости для вас. Миграционную амнистию в России могут продлить. В России рассматривается вопрос о продлении срока, в течение которого нелегальные мигранты смогут легализовать свой статус и встать на учет по месту проживания. МВД РФ, обращаясь к иностранным гражданам, отмечает, что с учетом дефицита рабочих кадров на многих предприятиях создается возможность для привлечения мигрантов, находящихся в России на легальных основаниях. Иностранцы, у которых нет проблем с документами, могут свободно перемещаться по стране и выбирать место для работы и жительства. Остальные, в соответствии с указом президента РФ от 18 апреля 2020 года, могут урегулировать свой статус, обратившись в районные отделения миграционных служб. При этом мигрантам не грозят административные штрафы и другие взыскания, предусмотренные в таких случаях законом. Ранее в МВД РФ напомнили о том, что подходит к концу срок действия президентского указа, который временно освободил мигрантов от необходимости продлевать регистрацию, визу и иные документы для легального пребывания в России. До 15 июня иностранные граждане должны легализовать свой статус либо покинуть территорию страны. Всем привет, дорогие друзья! Появилась очень важная новость для мигрантов. Если мои новости вам хоть как-то полезны, ставьте лайк на видео. Для учета работающих на российских стройплощадках мигрантов введут систему идентификационных кодов. Об этом сообщил во вторник 28 апреля президент Национального объединения строителей «Настрой» Антон Глушков. Мы должны навести порядок и сделать учет трудовых мигрантов в России. Нужно формализовать наши отношения, цитирует Глушкова ТАСС. Предлагается, чтобы любой работник, въезжающий на территорию РФ, получал свой QR-код, что подтверждало бы его законное нахождение на стройплощадке, передавало агентство слова президента ассоциации. Позже формулировка QR-код в тексте была изменена на ID-код. Также сообщалось, что планируется создать электронный реестр иностранной рабочей силы. В Минцифре и в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина газете РУ сообщили, что информацию о введении кодов не комментируют. Источники газеты РУ в строительной отрасли говорят, что эта идея является составной частью стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, предполагающей агрессивное развитие инфраструктуры.